Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Завершился рабочий визит министра здравоохранения Тамаза Цахнакия в Москву, в рамках которого состоялись встречи с заместителем министра здравоохранения России Дмитрием Костенниковым, помощником министра Анатолием Гулиным и рядом руководителей департаментов Министерства здравоохранения Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Стороны обсудили вопросы строительства в Абхазии медицинского центра неотложной помощи и приобретения передвижного мобильного диагностического автопоезда. Был подтвержден бюджет на 2019 год по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии. Кроме того, была обсуждена реализация программы по осуществлению межгосударственного соглашения об обязательном медицинском страховании. Тамаз Цахнакия также обсудил с российскими коллегами возможность включения ремонта объектов здравоохранения в инвестпрограмму. В частности, речь шла о строительстве республиканской детской больницы. Сегодня в Сухуме прошла научно-практическая конференция, посвященная 70-летию со дня рождения Сергея Васильевича Багапша. Участники конференции обсудили роль второго президента Абхазии в национально-освободительном движении, государственном строительстве и признании независимости Республики Абхазия. Вспомнить и оценить значимость жизненного пути Сергея Багапша собрались государственные и политические деятели, представители иностранных делегаций, ученые, общественность. В работе конференции принял участие глава государства Рауль Хаджимба. С именем Сергея Багапш связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного субъекта международного права, отметил премьер-министр Валерий Бганба, открывая конференцию. Сегодня нас здесь собрала знаменательная дата – 70-летие второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш. Годы государственной деятельности Сергея Багапш были полны событий и по праву занимают весомое место в современной истории Абхазии. С именем Сергея Васильевича Багапш связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного субъекта международного права. Его роль в становлении абхазской государственности и активизации всего комплекса развития молодого государства сложно переоценить. В памяти коллег, соратников, всех собравшихся сегодня в этом зале, Сергей Васильевич Багапш остался как принципиальный сторонник укрепления традиционной российско-абхазской дружбы, отношений с братскими народами всего Кавказа. Политик, внесший неоценимый вклад в дело восстановления международного признания и развития абхазского государства. Именно так можно охарактеризовать роль Сергея Багапш в национально-освободительном движении, государственном строительстве и признании независимости Республики Абхазия. С подробным докладом на эту тему на конференции выступил председатель политической партии «Единая Абхазия», историк Сергей Шамба. Как было отмечено, Сергей Васильевич прошел вместе с абхазским народом через самые драматические испытания. Его трудовая биография является примером беззаветного служения Родине. Жизненный путь Сергея Багапша пришелся не просто на время перемен, но на время судьбоносных решений для нашего народа. Никто не ожидал, что во второй половине 80-х годов жизнь многих людей изменится коренным образом, и что впереди нас ждут не просто крах привычного уклада жизни и необходимость жить и работать в новых тяжелых условиях, в которых война, послевоенное безвременье, отсутствие четко прописанных политических и экономических правил игры станет обыденностью. Не знал этого и Сергей Васильевич. Однако для него постсоветская школа жизни была во многом труднее, чем для многих из наших соотечественников. Ведь Сергей Багапш, как политик и руководитель, нес ответственность не только за себя и свою семью, а за судьбы нашего народа. Успешному и талантливому советскому партийному руководителю приходилось на ходу осваивать специальности военного администратора, дипломата, кризисного правительственного менеджера. Как человек, много лет проработавший Сергея Васильевича, могу сказать, что он очень остро осознавал меру своей ответственности перед страной и ее народом. Присутствовавшие на конференции гости, второй президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, государственный и политический деятель России Сергей Бабурин и известный политолог Андроник Мигранян поделились воспоминаниями о втором президенте Абхазии. Они были хорошо знакомы с Сергеем Васильевичем, были свидетелями различных ситуаций, когда второму президенту Абхазии приходилось решать сложные дипломатические вопросы и принимать судьбоносные решения. Во время Отечественной войны во главе с Владиславом Ардзенбо и в сложное послевоенное время во главе с Сергеем Багапш народ Абхазии стал примером стойкости, целеустремленности и единства для многих народов мира, отмечалось в их выступлениях. Когда рухнул Советский Союз, именно героизм народа Абхазии заставил
жителей Российской Федерации понять, что хватит горевать о разрушенном. Нужно сражаться за будущее, сражаться так, чтобы у наших потомков был шанс на существование. Именно у вас и у первого президента Абхазии, и у второго президента мы тогда учились, как нужно противостоять, если сложится такая ситуация, даже всему миру, но отстаивать свое право на жизнь, свое право на свою цивилизацию, на свои системы ценностей и традиций. И поэтому, когда мы говорим, что для нас первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Арзенба – это президент Победы, который обеспечил сохранение Абхазии в 92-м и победу в 93-м. И за это мы вовеки будем ему признательны. А второй президент, Сергей Васильевич Багапш, это президент осуществления надежд и возрождения, который не просто привел республику к признанию, но и показал, что Абхазия способна исправлять и залечивать раны и развиваться. На конференции выступили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, депутат Народного собрания Аслан Бжания, общественный деятель Вячеслав Чирикба, которые также поделились воспоминаниями о Сергее Багапш, рассказали некоторые интересные факты из его биографии. В завершении от имени семьи Багапш выступил брат Сергея Васильевича Рудольф Багапш, который отметил высокий уровень организации конференции и поблагодарил организаторов и участников мероприятия. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Центральном выставочном зале Абхазии открылась фотовыставка, посвященная 70-летию Сергея Багапша. Экспозиция представлена из фонда Музея боевой славы и дополнена фотографиями, представленными семьей, друзьями и коллегами второго президента Абхазии. Фотовыставку посетили спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства. Фотовыставку, организованную Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия, посетили члены семьи Сергея Багапша, родственники и друзья, представители общественности. В Центральном выставочном зале Сухума выставлено около 60 фотографий Сергея Багапша, на которых изображен политический путь второго президента Абхазии. На фотографиях, отснятых Владимиром Поповым, Сергей Васильевич предстает как политик, главнокомандующий, дипломат. На этих фото он встречается с зарубежными политиками, ветеранами, духовенством, с простыми людьми. Когда говорили о том, что он был очень мягкий, дома он не был мягкий вообще, у нас, можно сказать, была почти военная дисциплина. Вот. Отец любил говорить, что у меня в семье демократия, каждый говорит, что хочет, но сделай так, как скажу я. Вот. В принципе, это было само собой, его слово, оно было финальное, никогда не подвергалось сомнению, мы всегда знали, что это самое правильное решение. Вот. В целом в жизни это был человек достаточно добрый, но жесткий. Он не любил лишнего понебратства, но вместе с тем тепло относился ко всем и всегда. Вот. Наверное, строже всех он относился к членам своей семьи и к родным и близким. Государственный политический деятель Нукзар Ашуба проработал с Сергеем Васильевичем не один год. Это был мой близкий друг, человек многогранный, жесткий политик, надежный друг и просто светлый человек, вспоминает Ашуба. Очень добрый, очень отзывчивый, очень беспокойный и, конечно, очень патриотичный человек. Он вобрал в себя все хорошее, которое было в его роде, и не только в его роде, а в таком древнеабхазском селе Чгерда, где всегда ценились качества, самые наилучшие качества. Это честность, порядочность, мужество. Выставка фотографий очень ярко передает не только деловую, официальную часть жизни второго президента Абхазии, с именем которого тесно связано признание независимости нашей республики, но и то, каким теплым и добрым человеком он был в повседневной жизни с семьей, близкими, друзьями. Второй президент Абхазии заслужил всенародную любовь и уважение. Он стал народным президентом, о доброте и человечности которого вспоминают многие. Именно так говорят друзья Сергея Багапш. Я искренне поздравляю всех жителей Абхазии с тем, что фотовыставка, посвященная 70-летию со дня рождения второго президента Абхазии,
стало частью культурной жизни, потому что это важно. Отдавать должное, благодарить тех, кто во многом обеспечил сегодняшнюю мирную жизнь, развитие сегодняшнее. Фотографии Сергея Багапши будут экспонироваться в Центральном выставочном зале в Сухуме несколько дней. Чтобы решить вопрос своевременной оплаты за электричество и улучшить ситуацию в этой сфере, филиал республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» «Энергосбыт» ежедневно проводит контрольно-рейдовые мероприятия по всей республике. На одной из таких инспекций в столице побывала наша съемочная группа. Репортаж Алики Трапш. Фаза, которая должна поступить со стояка на счетчик, он отведен в сторону, то есть подключен через автомат. Фаза и ноль. Счетчик не потребляет сейчас в данное время электроэнергию. Отсутствие пломбы на приборах учета электроэнергии, а порой и сломанные счетчики свидетельствуют о несанкционированном подключении к электросетям. В новом районе столицы таких примеров множество. Как правило, незаконное подключение к электросетям осуществляют злостные неплательщики. Сумма задолженности у некоторых доходит до 30 тысяч рублей. А это значит, как минимум около 5 лет они не платили за электричество. А потом, когда приходят электрики и отключают свет, жильцы удивляются и даже возмущаются, как такое может произойти. Такие визиты специалистов они воспринимают, мягко говоря, с раздражением. Но кто в этом виноват? Снимай меня, я тебя прошу, пожалуйста. Это идет к соседу вашему. Какая разница, он придет, то же самое сделает опять. Я знаю же это. Полного района на счетчиках, среди полного района непонятно чем занимаются. Никто не будет, именно вот это приходят, даже телевидение позвали. После того, как у неплательщиков отключают свет, они начинают искать, по их мнению, наиболее оптимальный выход из сложившейся ситуации. Однако при несанкционированном подключении сумма задолженности также продолжает расти. Согласно правилам временного пользования электроэнергией, у нас есть право осуществить начисление по установленной мощности на этом объекте. Так как учет после установки перемычки, учет он был нарушен, и мы имеем право посчитать по установленной мощности. Это что значит? Это значит, что максимальная возможная сумма, которую они могли потребить за этот период, она может у них образоваться в качестве задолженности. Поэтому я не рекомендую во избежание в дальнейшем недопониманий пользоваться гражданам, не рекомендую пользоваться этим методом. Я понимаю, что, может быть, на каком-то этапе это кажется легко, быстро прийти подключить, но я вас уверяю в том, что самый лучший путь – это явиться в Энергосбыт Черноморэнерго, и если нет возможности, осуществить хотя бы частичную оплату электроэнергии. Прежде чем пойти на такие крайние меры, специалисты Черноморэнерго неоднократно предупреждают неплательщиков о необходимости погасить задолженность. Останавливают же подачу электроэнергии в случае, когда сумма задолженности превышает 5000 рублей. К сожалению, и отключив, они не обращаются к нам, не погашают задолженность, хоть частично. И сами лезут, срывают пломбу и соединяют счетчик напрямую. Мы это обнаруживаем, там на компьютере обнаруживаем, и на второй день приходим, опять мы восстанавливаем схему, опять они, этот процесс продолжается многократно. К сожалению, это одни и те же абоненты так себя ведут. При этом динамика платежей за электроэнергию среди юридических лиц на сегодняшний день намного улучшилась и составляет 90%. С физическими лицами по-прежнему сложно. Только 39% населения регулярно платят за электричество. Многие граждане на сегодняшний день пользуются льготами по оплате за электроэнергию. Однако их необходимо пересмотреть в пользу многодетных семей и инвалидов первой группы, а не сотрудников государственных ведомств и учреждений, считает Инна Лазба. Соответствующее предложение уже представлено в парламент республики. Надеюсь, что в ближайшее время парламент отреагирует на наши обращения по этому поводу. Но в то же время есть и другая категория граждан, которая сегодня может себе позволить пользоваться интернетом дома, пользоваться мобильным телефоном, но в то же время вопрос оплаты за электроэнергию откладывать куда-то там в долгий ящик или на второй план. То есть нет регулярности в оплате. От того, что нет регулярности в оплате, скапливаются долги. Если бы человек ежемесячно оплатил бы, то это выходило бы в районе 400, 500, может 600 рублей в месяц. Это подъемная сумма для большинства жителей Сухума. Контрольно-рейдовые мероприятия с целью улучшения оплаты за электричество филиал Энергосбыт Черноморэнерго будет продолжать по всей республике. При этом специалисты не устают повторять. Только своевременная оплата за электричество способна решить многие проблемы в энергетике. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
Крупный пожар произошел в понедельник днем в Очимчирском порту на складе рыбзавода Black Sea Fish. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС Абхазии, которые локализовали и устранили очаг возгорания в течение 2 часов. О предварительных причинах и последствиях пожара в репортаже Саида Джарсалия. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 12 часов 34 минуты. На складе Очимчирского рыбзавода загорелась готовая продукция – рыбная мука, расфасованная по мешкам. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС. В тушении, которое продолжалось несколько часов, были задействованы 6 пожарных расчетов и 1 спасательная машина. Пожар был быстро локализован, и пожарникам удалось предотвратить распространение пламени на другие здания. Кроме того, удалось спасти и ценное оборудование завода. Вчера в 12 часов 34 минуты пульт управления пожарно-спасательной части получили сообщение о том, что горит завод по переработке рыбы, хамсы. Сразу, как положено, по тревоге выехали 2 единицы техники, 2 расчета и 3 пожарно-спасательный автомобиль. По прибытию обнаружили, что пожар крупный, пришлось дополнительные силы вызывать из Гульрипского района и из города Сухум. Всего работало 6 единиц техники. Человек около 20-25 человек работало, пожарных и спасателей. По предварительной версии, причиной возгорания в ангаре стало нарушение технологии производства рыбной муки. В одном из мешков в результате повышенной влажности пошел процесс нагревания муки, отчего и началось возгорание. Нужно отметить, что завод Black Sea Fish – это одно из 7 крупных предприятий по переработке рыбы в Абхазии. Завод является крупным налогоплательщиком на территории республики. Большую долю от этих платежей получает бюджет Очимчирского района. Для оценки ситуации на место происшествия прибыл министр сельского хозяйства Амиран Какалия. На самом деле очень тяжело говорить, почему не просто так в условиях Абхазии строился этот завод. Здесь вложен очень большой человеческий ресурс, труд. Данный завод является крупным налогоплательщиком на территории Республики Абхазия. Они выплачивают соответствующие налоговые платежи как в республиканский бюджет, так и в местный бюджет. Хотелось бы отметить еще, что они занимаются и гуманитарными, социальными проектами на территории Республики Абхазия. В дальнейшем мы планируем провести определенные работы со стороны Министерства сельского хозяйства. Оперативно, информация была доложена председателю правительства Республики Абхазия вчера. С нашей стороны мы окажем все усилия для того, чтобы предотвратить в дальнейшем, чтобы не было этих чрезвычайных ситуаций. Руководство завода ведет подсчет уничтоженного огнем кормового продукта. По их словам, убыток составляет до 1000 тонн муки. В денежном эквиваленте это около 100 миллионов рублей. Саид Джарсалия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 5 марта с 23:00 до часу ночи 6 марта будет перекрыто движение автотранспорта на Гумистинском мосту в связи с проведением ремонтных работ. Один из 4 деформационных швов моста, предназначенный для уменьшения нагрузок на элементы конструкции, в местах возможных деформаций вышел из строя. В результате на проезжей части моста появились трещины, которые необходимо устранить. Работы по замене деформационного шва будет проводить госкомпания «Абхазберегозащита». Планируется установить компенсаторы на всю ширину моста. А уже к утру госкомпания «Абхазавтодор» проложит новое покрытие поперек моста. Стоит отметить, что на момент проведения работ движение большегрузных автомобилей будет полностью приостановлено. Мы установим компенсаторы, заполним пробоину древесно-стручным материалом, а завтра в течение дня госкомпания «Автодор», ее подразделение, уложит здесь то небольшое количество асфальта, и данное повреждение будет устранено. Все, что необходимо, все мы уже подготовили, материалы, инструменты, людей, генераторы, освещение, и будет произведено в ночное время. Надеемся, сегодня ночью у нас это все получится. Движение автомобиля будет приостановлено, но в экстренных случаях, если вдруг понадобится скорая помощь или, допустим, граждане, заехавшие к нам с маленькими детьми, все, то есть на небольших машинах мы можем пропустить. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии завтра ожидается переменная облачность. Ночью и днем преимущественно без осадков. Вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью 0,5, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.